Центральный банк страны был основан в 1992 году. Сейчас находится символично в центре города, на одном из главных проспектов столицы. В жизни Кыргызстана занимает также центральное место. При входе сотрудникам и посетителям необходимо оставлять смартфоны в специальных ячейках. Делается это в целях безопасности, так как здание является стратегически важным объектом для государства. Вокруг Национального банка ходят десятки мифов, один из которых говорит о том, что якобы здесь есть золотовалютные резервы. Буквально в коридорах горой лежат золотые слитки. Но слитков здесь нет, и золотовалютные резервы находятся не в этом здании. Зато в Национальном банке есть большая команда профессионалов. С некоторыми из них мы вас сегодня познакомим. Очень интересно, как вы попали в Национальный банк? В Национальный банк я попал в конце 2008 года по программе набора стажеров. И с тех пор я продолжаю свою профессиональную деятельность в стенах Национального банка и в стенах экономического управления. Азат, чем занимается ваш отдел? Экономическое управление занимается разработкой так называемой денежно-кредитной политики. На самом деле, несмотря на кажущуюся сложность этого термина, это очень простые базовые вещи, совокупность мер, направленных на регулирование количества денег в экономике и их стоимости. А что было бы, если бы не было такого управления? Его следовало бы создать. Есть определенные сектора, в которых коллеги сосредоточены на анализе и оценке стран торговых партнеров. Есть определенные сектора в нашем управлении, коллеги в которых занимаются экономическим прогнозированием, моделированием. Есть определенные сектора, в которых коллеги задаются вопросами экономических исследований. Потому что, собственно, исследование экономики Кыргызской республики, применение теоретических практик, концепций в наших условиях, в условиях развивающихся рынков, в условиях экономики Кыргызской республики с определенными нашими спецификами и ложатся в основу разработки качественной, действительно действенной денежно-кредитной политики. А почему важно делать прогнозы? Прогнозы являются неотъемлемой частью разработки денежно-кредитной политики. Прогнозы основных макроэкономических показателей, таких как рост ВВП, то есть экономический рост, уровень цен в экономике и многих других макроэкономических показателей, они ложатся в основу того, какая денежно-кредитная политика должна быть на предстоящий период. Грубо говоря, ложатся в основу того, сколько денег в экономике нужно и сколько они должны стоить. А на какой период это делается? Как правило, мы задаемся вопросом, как себя экономика будет чувствовать в следующие 8-12 кварталов. Грубо говоря, 1,5 или 2 года. Зачем отслеживать рост цен? Динамика цен показывает фактически, как наша экономика чувствует себя и насколько адекватно проводимая денежно-кредитная политика. И мы можем ответить на вопрос, как мы можем откалибровать, отрегулировать текущую работу Национального банка. Слово «инфляция», оно такое пугающее, но вообще возможно ли ее сдержать? В соответствии с законом о Национальном банке действующим, основной целью Национального банка является поддержание цен. И поэтому, регулируя количество денег и стоимость денег в экономике, мы можем определять, сдерживать каким-то образом с помощью наших инструментов инфляцию в экономике. Электронные, бумажные, железные. Вокруг нас масса денег. Мы расплачиваемся ими в магазинах, покупаем различные блага, получаем зарплату. Но задумывались ли вы, откуда деньги берутся у населения? Дина Кимяловна, расскажите, за что отвечает управление денежной наличности? Основными функциями и задачами управления денежной наличностью является обеспечение потребностей экономики Кыргызской республики в банкнотах и монетах национальной валюты, своевременное пополнение их запасов, безопасность при их транспортировке, размещение заказов на их производство, своевременная выдача финансово-кредитным учреждениям, прогнозирование их спроса в разрезе номиналов банкнот и монет, обеспечение безопасного хранения, проведение информационной кампании для обеспечения доверия к национальной валюте. Насколько СОМ сегодня защищен от подделывания? Наш СОМ изготавливается по мировым стандартам.
состоит из 100% хлопка. До того, как порваться бумага, она испытывает 5000 изгибов пополам. Также устойчива 2 десяткам реагентов. На сегодняшний день за 30 лет независимости Кыргызстана выпущено всего 4 серии банкнот. Пройдя вот этот сложный путь от банкнот с минимальными защитными элементами до использования самых современных защитных элементов в банкнотном производстве, наши банкноты считаются одним из красивейших и защищенных банкнот в мире. Где изготавливается национальная валюта? Производители банкнот и монет национальной валюты определяются на тендерной основе. В настоящее время изготовителями банкнот являются английская компания Delaru и французская компания Ouverture Fiduciaire. А изготовителем циркуляционных монет является Королевский монетный двор Нидерландов. Мне кажется, многим будет интересно узнать, как происходит утилизация денежных средств. Банкноты, пройдя определенный путь в обращении, попадают к нам уже в испорченном, ветхом состоянии. Мы такие банкноты все равно проверяем, еще раз сортируем. И когда, убедившись, что они на самом деле подлежат уничтожению, мы создаем специальную комиссию и уничтожаем на специальном оборудовании. А для чего выпускаются коллекционные монеты? Основное назначение их – это культурно-просветительское. Сюжет коллекционных монет отражает историю развития Кыргызстана, фауны и флоры, изображение памятников архитектуры и культуры в целях пропаганды и популяризации национальных видов спорта, музыкальных инструментов. И я надеюсь, что эти коллекционные монеты и в будущем будут служить оригинальным историческим источником для всестороннего изучения истории и культуры Кыргызстана. Электронные деньги гораздо безопаснее бумажных за счет того, что их не нужно держать в руках. Но платежная система такого типа появилась не сразу. Эвелина, расскажите, чем занимается управление платежных систем? Основной целью является развитие, поддержание надежной, безопасной, бесперебойной работы платежных систем. Это осуществляется путем регулирования, надзора за функционированием платежных систем, также надзором за операторами, платежными организациями и развитием инновационных технологий. А чем важны такие методы оплаты? Электронные способы оплаты, они позволяют быстро, надежно, безопасно осуществлять переводы денежных средств между хозяйствующими субъектами, между любыми физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. То есть платежные системы предназначены как раз для этого. Насколько безопасны электронные кошельки? И как вообще НБКР их контролирует, как на них влияет? Как и для любой системы, Национальный банк устанавливает правила, требования для ее стабильного функционирования. То есть для того, чтобы коммерческие банки стали работать с электронными деньгами, они должны получить лицензию Национального банка дополнительную, то есть выполнить определенные требования. Национальный банк согласовывает правила работы данных систем для того, чтобы они вот как раз были безопасны и можно было их использовать на рынке. Но здесь коммерческие банки, они могут выступать как эмитентами, которые выпускают электронные деньги, так могут являться и сами операторами этих систем по обслуживанию, так и привлекать операторов, которых уже имеют лицензии Национального банка, для того, чтобы передать функции операторства как на аутсорсинг. Внедрением каких новых технологий вы сейчас занимаетесь? Сейчас пока рассматриваются это возможности использования цифрового СОМа в республике. И второй проект, который тоже сейчас находится на стадии рассмотрения, это возможность создания системы быстрых платежей. То есть для того, чтобы можно было осуществлять переводы денежных средств с любого банковского счета отправителя на любой банковский счет получателя в режиме реального времени. То есть практически мгновенно. А что с криптовалютой? С криптовалютой, Национальный банк участвовал в разработке законопроекта. Два пакета документов. Это закон о регулировании в сфере деятельности виртуальных активов и о внесении изменений в ряд нормативных документов для того, чтобы этот закон тоже имел силу. Это внесение изменений в Гражданский кодекс, в закон о лицензионно-разрешительной системе, в закон
о Национальном банке и так далее. Сейчас данные проекты, они были согласованы с участниками рынка, были доработаны, потому что много замечаний поступало, и фактически очень существенно документ претерпел изменения. Вот в настоящее время он находится на рассмотрении в администрации президента. На сегодняшний день кредиты являются самым популярным видом пополнения бюджетов и капиталов компаний. За выдачей кредитов в коммерческих банках следит главный регулятор страны. Жылдыз Улуттук банкта кантип иштеп баштадыңар? Мен эмгектенүү жолумду биринчи мугалим катары баштагам. Бирок мугалим болгондон мен студенттер менен иштегенде бул менин жумушум эмес экенин түшүнгөм. Биринчи Улуттук банкка келгенде мен персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө барып, мен стажер болом деп айтканмын. Ошондо мен 2 балам болчу, 27 жашта болчумун. Иш алып барган бөлүмдүн начальниги эми аябай күлдү, чын айтсам. Сен жаш кыз эмес экенсиң, эми стажер болуп аякта жүргөндө кандай аяктан пайда келмегеле. Ошондуктан сен азыр билимиң бар экен, иштеген ишиң, тажрыйбаң бар экен. Ошондуктан мен сени башка жака жөнөтөйүн деп сунуштады. Отдел по связям с общественностью деген отдел бар, ошол жакта баштаганмын. Эл аралык уюмдар менен катышып, алар менен кат жазып, алар менен иш алып баруу боюнча сектордун баштагам. Андан кийин өзүм эле кыялданып жүргөндөй көзөмөлдөө блогуна өттүм. Берилген насыяларды Улуттук банк кантип тескеп турат? Биздин эң негизги мыйзам боюнча Улуттук банк бир жагынан банктардын туруктуулугунун, банктык системанын туруктуулугу боюнча милдеттенмелери бар, ошолун сактоо боюнча. Экинчи тараптан ошондой эле кардарлардын дагы кызыкчылыктарын карашыбыз керек. Ошондуктан Улуттук банк бир нече инструменттерди колдонот. Биринчи инструмент бул тышкы көзөмөл боюнча инструменти, экинчи көзөмөл инструменти бул банктарга жерине барып текшерүү инструменти болуп саналат. Тышкы көзөмөл инструмент алкагында банктар бизге ай сайын, жума сайын, күн сайын берилген отчеттор бар. Ошол отчеттор аркылуу талдап тескейбиз. Банктардын өзүнө барганда, аларда ошоктогу банктын ичине кирип, ошо биздин кызматкерлер отуруп, суроо талаптарды жөнөтүп, банкка документтерди алып, ошол жеринде текшерет. Биздин негизги законубузда дагы банк тарабынан дагы, кардарлар тарабынан дагы кредит алганда, ошо кредитти төлөө убагында айкындуулук, ишенимдүүлүк, чынчылдык, жоопкерчиликтүү принциптери каралган. Ошол принциптерди сактап иштеш керек. Банктардагы башка жагынан кардарлардан да көп нерсе талап кылынат. Бул кредитти алгандан кийин, ошо кредит алып атканда кандай колдоном ал кредитти, каяка жумшайм, кандай киреше алам кийин деп түшүнүп келиш керек да кардар. Ошо кардарлар кредиттерди жакшылап төлөгөндө, анда банкта элден алган карыздарды кайтарып берүүгө да мүмкүнчүлүктөр пайда болот да. Улуттук банк банктарга кайсы учурда лицензия бергенден баш тартат? Бул аябай чоң процедура негизинен. Ал чоң 2 этаптан турат. Биринчи этапта биз банкты уюштурууга макулдук беребиз. Экинчи этапта лицензияны өзүн беребиз. Ошол банкты уюштуруу процессинде банктар кайсы акчаны капиталга салып, кандай иштетүү боюнча бизнес план бериш керек, кандай кызмат адамдарын алат, алар кызмат адамдарына кандай билим бар, тажрыйба кандай болот, ошолордун баарын бериш керек бизге. Ошондон кийин гана банкты юридикалык жак катары уюштурууга макулдук беребиз. Ошол жумуштун алкагында биз эң негизги суроо бул ошо капиталга салып жаткан акчанын кайдан келгенин, легалдуу табылган акчабы же легалдуу эмеспи, ошону карашыбыз керек. Бул эл аралык ФАТФ уюму бар. Ошо уюмдун берилген рекомендацияларын аткаруу алкагында жүргүзөбүз. Бул Кыргыз Республиканын кылмыштуу акчаларды легалдаштыруу, терроризмди каржылоого уюшпаганы жөнүндө, ошол процесске киришпегени жөнүндө маалымат катары айтабыз. Кийинки учурларда ошо банктарды түзөбүз деп келген жактар ошо тапкан акчасынын кандай келгенин, легалдуу же легалдуу эмесин тактап бере алышпайт. Ошондуктан кийинки баш тарткан учурлар ушул суроо менен байланыштуу болгон да.
Экинчиден, лицензияга келгенде алар кайсы имаратта иштейт банк, кызматкерлердин кабыл алдыбы, техникалык жактан камсыздоо боюнча бүт суроолор жабылдыбы, ошолорду текшеребиз. Информационный система деп коет, ошо информационный системаларын сатып алыштыбы, программалар коюлдубу, ошолордун баарын карап бүткөндөн кийин анан лицензия беребиз. Банковская система, небанковские финансовые организации, платежная система и специальные регулятивные режимы. Сотни финансовых процессов на плечах этого ведомства и его работников. Без них некому было бы регулировать курс валют и законы в области кредитования. Некому было бы обратиться в случае споров с банками. И кредитные каникулы во время пандемии приказал вести именно Нацбанк. Бир жумуш күн сайын кайталанбайт. Ошол жагын менен жумуш мага жагат. Мы держим руку на пульсе всех последних инновационных решений. Вовлеченность в очень большое дело, очень полезное. Мы можем оценивать, видеть результаты труда своего, потому что мы выпускаем такой особый товар, банкноты и монеты. Как мы достигаем планомерно, короткими шагами, но тем не менее мы достигаем цели, поставленные перед Национальным банком в целом. Да, мы можем сказать, что действительно эта работа эффективна, эта работа нужна и важна. Национальному банку Кыргызской Республики в этом году исполняется 30 лет.